Салям алейкум, добрый вечер. Мы, конечно, были бы рады не комментировать неадекватные действия тех, кто сегодня на Украине власть. Однако исходящие оттуда новости и непреодолимое желание украинских политиков вмешиваться в наши внутренние дела, а также бесконечные провокации вновь и вновь подталкивают нас к анализу их действий. Безрассудная Украина – тема нашего эфира сегодня. Сейчас традиционно наш сюжет, и мы вернемся в студию. После рубежного во всех отношениях 2014-го власти на Украине, начиная с президента, в присущем им язвительном тоне громко заявляли о том, что вот теперь-то Украина нынька заживет по-европейски. Экономика будет расти, население будет богатеть, западные стандарты сделают из каждого украинца продвинутого европейца, а регионы, которые с Украиной не захотели жить, будут нищенствовать. Когда эти надежды не оправдались, бандитские формирования в лице активистов запрещенного в России Меджлиса стали через верных опричников устраивать диверсии. Взрывать опоры электропередач, устраивать блокады, вербовать, в том числе методами шантажа и давления, преступников для планирования диверсий в Крыму, через дезинформацию пытаться дестабилизировать ситуацию на полуострове. В подконтрольных им СМИ и через социальные сети они активно использовали технологии навешивания ярлыков и передергивания фактов. Когда их пагубные планы навредить Крыму провалились, политические иммигранты, сидя в креслах народных депутатов Украины, стали планировать физические расправы над теми крымскими татарами, которые выбрали мирную жизнь в российском Крыму. Одним из таких громких событий была заказная Джемилевым акция по попытке поджога дома муфтия. По сути, это уже отработанные схемы. Ведь, как доказало следствие, те же люди заказали поджог дома лидера Мелиферка Васви Абдураимова, а в украинский период политические оппоненты Меджлиса оказывались жестоко убиты. Совершенно очевидно, что политика противопоставления, разжигания межнациональной розни велась псевдолидерами крымских татар совместно с украинским политикумом и зарубежными спецслужбами для дестабилизации ситуации на полуострове. Ведь во время смуты так легко делить финансовые потоки, а главное – набирать нужное количество голосов избирателей на тех или иных выборах. На протяжении последних 4 лет в российском Крыму значительно преобразилась инфраструктура. Были построены новые школы, детские сады, общественно значимые объекты на наших глазах. Фактически за 2 года построили Крымский мост, грандиозное техническое сооружение. Настоящая гордость и достижение российской инженерии. А ведь как украинские политики и журналисты ерничали, повторяя вновь и вновь, что моста никогда не будет. Это еще одна отличительная черта украинского истеблишмента. Полное отсутствие политической дальновидности и совершенно неадекватное восприятие действительности. Ту технологию, которая необходима для этого строительства, западные страны не дадут. Своими силами они это не сделают. А если для показухи не делают, то это будет недолгое время. Ну, еще отмоют несколько миллиардов долларов, потом расскажут о том, что возникли некие сложности, начались подвижки этих тектонических плит, так сказать, и в итоге, я думаю, что либо они его не достроят вообще, либо достроят в полувиртуальном состоянии, работать это все равно не будет. Все, естественно, еще настаивают на том, что вот сейчас все заколосится, мост будет построен, и никто же не догадывается, что он никогда не будет построен. Анализируя все, что происходит, ясно становится, что никакого моста, конечно, не будет построено. Ведь это не просто сложно, это невероятно сложно. И без международной поддержки сама по себе Россия этот мост не построит. Самая большая проблема – это технологическое отставание. У них нет технологий и таких снарядов, которые позволяли им забивать на достаточную глубину. Весь Крым, который остров был, остров и останется. Никаких мостов и тоннелей там, естественно, никогда не будет по геологическим условиям. То есть до Керчи не будет этого моста? Нет, Крым всегда будет островом. К 16 декабря 2018 года по десятку причин не будет этого моста. Ну, не буде там моста ніякого. Не буде. Вони будуть ці сваї вбивати ще не одне десятиліття. На стиці цих 2 плит неможливо будувати міст, тому що вони рухаються весь час. А ми живемо цією казкою. Відповідь вже проста, вона лежить на поверхні. Чому його не збудували? Тому що неможливо там будувати. Украина – это государство дикого национализма. Насаждая свою унитарность, она лишила себя мирного будущего. Это страна непрекращающихся политических скандалов и спекуляций. Уже сегодня все СМИ там разорваны между будущими кандидатами в президенты. Война между политиками там уже давно ведется руками журналистов. Так называемая революция гидности на Украине с огромным грохотом
грохотом провалилась. Там вновь победила коррупция, олигархат, нищета обычных людей, гражданский нигилизм и война против своего же народа. Украина захотела стать частью европейской цивилизации, а вместо этого оказалась на самых ее задворках. Безрассудная Украина, истерзанная жалкими и жестокими политиками. Сейчас она унижена, разодрана и без каких-либо благих перспектив. Под давлением США Запад вынужден создавать иллюзию поддержки Украины. Однако ключевые мировые лидеры предпочитают вести диалог именно с Владимиром Путиным. А народные дипломаты из самых разных стран с огромным желанием приезжают увидеть российский Крым. Айдеруджа, одной из самых таких шокирующих и громких новостей последнего времени это была раскрытая ФСБ совместно с МВД деятельность экстремистской группы, во главе которой стоял Эрол Велиев. Все это прекрасно знают. Это помощник, официальный помощник народного депутата Украины Мустафы Джемилева. Следствию удалось доказать, что в январе этого года именно эта экстремистская группа совершила попытку поджога дома муфтия Крыма. Также есть основания полагать, что эта же группа пыталась сжечь дом лидера Милиферка, Васфи Абдураимова. Мы прекрасно помним, что беглые политики из Крыма, они также пытались устраивать там блокады всякие, подрывы электропередач и там другие террористические акты. Как это все регламентирует наша вера, с учетом того, что одно дело это политические дискуссии, а совсем другое дело это попытки физических расправ? Однозначно, наша религия, как и другие традиционные религии, не приветствует, то есть категорически запрещает насилие, а тем более предпринимать какие-то действия в отношении имущества другого человека или жизни другого человека. Это недопустимо и, естественно, это категорически запрещено. Что касается всех тех событий, которые произошли, это показывает, по мне, показывает то, что люди перешли уже ту грань настолько низко, что предпринимаются такие действия для ликвидации каких-то конкретных людей. В частности, это касается муфтия, да? Но это недопустимо. То есть, если какие-то политические противостояния, если невозможно политически договориться, это не дает права каким-то людям принимать меры по физической ликвидации конкретного лица. Это просто недопустимо. Поэтому крымский татарский народ должен понимать о том, что грани, все допустимые грани прошли, и нужно понимать, что к хорошему это все не приведет. Зенифия Ханум, кто на момент вот этого происшествия был в доме и, собственно, чем могла закончиться эта история с учетом того, что, насколько мы знаем, там был маленький ребенок в том числе? Да, на самом деле, в принципе, наш дом, он никогда не пустует, и зачастую мы с детьми остаемся у родителей, дом всегда полон людей. И в тот день, когда произошел поджог, в доме находилась семья брата, супруга, до года ребенок, младенец, отец, мать. Я уже приехала по факту на следующее утро и поняла, что случилось что-то очень нехорошее, потому что на улице было очень много правоохранительных органов, они все исследовали, изучали территорию, и сам факт, когда мы понимаем, что данный поджог мог привести к тому, что могли пострадать люди, дети, имущество тут уже, да, это уже не рассматривается в принципе вообще. Но мы понимаем, что это попытка, возможно, запугать была отца, но отец уже 18 лет на этой должности, и когда 4 года назад он принял решение, да, мы стояли на перипетии, мы думали, что же делать дальше, как быть. Потому что были всяческие призывы тех людей, которые сегодня оказывают давление, да, были словесные угрозы в адрес Муфтибея и его семьи. И когда мы стояли перед выбором, что же делать, а на самом деле выбор был. То есть отцу предлагали, да, переехать в Турцию, благополучно там обустроиться, работа, все это было предложено. Но отец сказал, что он не для этого вернулся в Крым, чтобы покидать свою родину. И это первый был
ответ. А второе, это то, что вот на протяжении 18 лет, на самом деле, те люди, которые поступают так, они, возможно, им это чувство чуждо, любовь к своему народу. Потому что 20 лет люди, которые приходили к ним за помощью, они ее не получали. А вот эти 18 лет, которые отец работает на этой должности, и к нему каждый день приходят люди, и мы это видим, приходят за любой помощью. Это не только религиозная какая-то поддержка духовного плана, да, это в основном это социальные какие-то моменты бывают, там юридическая поддержка, материальная в основном. И вот ни один человек, он никогда не уходит с пустыми руками, он никогда не уходит невыслушанным, неподдержанным. И понимая все это, что народ действительно нуждается в духовном управлении, в человеке, который сможет оказать поддержку и помощь, он сказал, что он останется со своим народом, у себя на родине. И он сказал, «Мен бу жолга чыктым, көзге эршейін алып». Это значит, что я учел все моменты. И я вышел, у нас, знаете, у крымских татар есть фраза «Жолга чыкканда кефиннің яныңда олсын». То есть, когда ты выходишь в дорогу, пусть у тебя те принадлежности, которые нужны для того, чтобы собрать покойного в путь, в иной мир, они должны быть рядом с человеком. И вот Муфтибей, когда принял решение оставаться в Крыму, он сказал эту фразу: «Я не уеду отсюда никуда». То есть я буду до последнего со своим народом. И вот эти попытки оказать какое-то психологическое давление, напугать, я не знаю, сделать так, чтобы вынудить его, оставить все, уйти. Они же предлагали много раз, они говорили в открытую, там заявляли, сидя там на Украине, закройте мечети, ну и что не будет работать муфтият. Ну, подумаешь, велика беда, понимаете? То есть для них это не составляет никакой абсолютной ценности. И мы понимаем, что это люди, они далеки от веры, они далеки от Всевышнего. И сегодня я могу сказать с твердостью, что человек, который покушается на жизнь другого человека руками других людей, это слабые, немощные люди, и у них нет ничего святого на самом деле. И еще бы хотелось отметить, я думаю, что они будут смотреть этот эфир, я уверена, что они отслеживают эфиры телеканала Минлет. И я хотела бы им сказать, что, вы знаете, есть кара Всевышнего. Никто не собирается здесь мстить, отвечать им тем же, потому что мы, в отличие от них, люди, и у нас есть вера, мы верим в Всевышнего, мы его боимся, и мы никогда никому не причиняли зла и не собираемся этого делать, но есть кара Всевышнего. И все когда-то возвращается на круги своя, и у этих людей есть дети, есть внуки, понимаете? И в этот священный месяц Рамазан, вот мы сегодня в студии, я бы хотела им сказать, чтобы они задумались. Им уже всем немало лет, эти люди уже перешли тот порог, им уже всем за 50, когда человек уже должен задуматься о духовном, о великом, должен думать о том, что, в принципе, человеку в этом мире больше 2 метров не нужно, правильно? Все мы окажемся на том свете, но как покинуть этот мир, это уже другой вопрос. И что после тебя останется? А после человека остаются его дети, которые будут продолжать его дело. А у этих людей, к сожалению... Хотел добавить предпосылки тому происшествию, которые произошли. Были еще в 2015 году, я думаю, что многие не обратили на это внимание, когда Ленур Ислямов собрал свой батальон на Чангаре, устами одного из турков прозвучала фраза, что муфти должен быть убит. Мы это показывали у нас в эфире. Идам этельмек керек, то есть он должен быть убит. То есть они такую фетву для себя приняли, что муфти нужно убить. Второй раз эта фраза прозвучала уже от уст Мустафы Джемилева на одной из передач с Гульсум Халиловой. Он сказал, что муфти должен взять пистолет и пристрелить себя. То есть это предпосылки к этому были неоднократно, но, к сожалению, я не знаю, чем они все это аргументируют, для чего это им нужно. Но они уже там, тот человек, которого поймали, он же сказал, что якобы убив муфтия, это будет первым шагом для деоккупации Крыма и возвращения в состав Украины. Сколько этих шагов они уже озвучивали? Ну это вообще... Ну это бред, учитывая, что
обещанная автономия провалилась в Украине. Да? 18 мая мы уже прошли, никакого даже минимального там собрания для обсуждения этого вопроса не было. Не то, что там конституционное собрание, не Верховной Рады или еще что-то. Ничего этого не было, и поэтому не нужно жить иллюзиями, а приземлиться немножко на землю и быть со своим народом. Иван Сасанович, на протяжении 23 украинских лет мы терпели вот эти игры Меджлиса на грани законности, да, на грани вот этих преступлений. Сейчас продолжаются эти провокации. Мы сколько это терпеть еще будем? Когда эта новость вот, о покушении на муфтия вышла в публичную плоскость, а не я знал задолго до того, как она вышла в средствах массовой информации, я тоже вот такой пост написал, что они перешли черту. А потом сидел, анализировал, думал, они эту черту давно перешли. Ведь это основной механизм, скажем, у того же Джемилева, Чубарова и вообще вот у основной когорты меджлисменов, это на протяжении всех 23 лет период нахождения Крыма в составе Украины и нахождение крымско-татарского народа под тоталитарным управлением Меджлиса под руководством Мустафы Джемилева, они применяли. Ведь покушение, хорошо, что все пошло не по запланированному плану. Меметов, Османов, Ширин, это только те, скажем, которые ввиду самой личности, на которой совершалось покушение, и удачные покушения, эти люди погибли, приобрели, скажем так, общественную огласку и огласку в средствах массовой информации. А сколько покалеченных душ на местных уровнях в период там, выборов Меджлиса, скольким они угрожали, скольких они избивали, просто калечили судьбы. И на сегодняшний день вот Меджлис, находясь на территории Украины, они другого делать не умеют. И те деньги, которые в них вливают их, скажем так, заокеанские и европейские спонсоры, они вынуждены отрабатывать. И отрабатывать они их будут пытаться всеми путями, которые им доступны. Тут еще один такой момент, ведь покушение было совершено в январе месяце перед выборами президента. И знаете, я думаю, что и Рифат Чубаров, и Мустафа Джемилев довольно-таки хорошо знают муфтия. И они прекрасно понимали, что даже таким поступком муфтия запугать не получится. Этим поступком они пытались напугать крымско-татарский народ. То бишь, добравшись до муфтия, сжечь его дом и показать всем крымским татарам, если у нас есть доступ до муфтия, то что же тогда будет со всеми вами смертными? Метод устрашения такой. Метод устрашения. Это кроме тех разговоров, что они там будут снимать всех, кто идут на избирательные участки, что когда придет время, они со всех спросят, кого-то выгонят из Крыма, кого-то повесят, кого-то посадят, кого-то публично будут карать. Все это вот должно было закрепиться вот этим террористическим актом. И они надеялись, что крымско-татарский народ не пойдет на выборы. Но мы увидели 18 марта, после подсчета голосов, что все их и устные, и физические воздействия на крымско-татарский народ уже не работают. Потому что более 40% крымских татар пошли на избирательные участки и сделали свой выбор. На сегодняшний день, то бишь, факт участия крымских татар в президентских говорит, что интеграция, если не полностью окончена, но она идет планомерно и заданным темпом. Мурат, вот как раз на фоне вот этих новостей о разоблачении силовиками вот этой экстремистской группы во главе с Эролом Велиевым очень активно старались прокачать тему с якобы похищением, якобы избиением Асана Игиза. Как эту историю можно расценивать? Ну, так, опять же, мы переходим к информационной войне. На сегодняшний день все, что происходит, пытаясь как бы использовать крымских татар, Украина пытается всячески манипулировать крымскими татарами как бы всем народом. То, что произошло с Муфти Беем, да, вот то, что как бы разоблачение произошло о том, что
как бы кто стоит именно за террористическим актом. Мурат, я прерву вас буквально на минутку. Вот посмотрите, мы сейчас, наши телезрители тоже видят картинки после того, кстати, вот когда Рифат Чубаров объявил, что Асана Игиза просто жестоко убили, и вот наши телезрители могут увидеть, как его избили. Холеная мордашка в костюмчике. Да, Мурат, пожалуйста. Да, эта попытка была вбросить информационный повод о том, чтобы все забыли о муфте, о том, что произошел террористический акт, и все вспомнили про Эрвина Ибрагимова. Это как раз-таки как бы тот период, как раз 2 года произошло, и они вот как раз вот вторая попытка вот с Асаном. Но как бы показания Асана именно и комментариями как бы Чубарова, тех же как бы Крымреали, газеты «Авдет» как бы расходятся. Асан утверждает о том, что его произвели задержание, вывезли, оставили, никаких о том, что его избивали, он как бы в своих комментариях не говорит. Но при этом, как бы, если прослушать адвоката, посмотреть комментарии о том, что говорил Чубаров, о том, что кто что говорил, якобы, что его избивали, вывозили, били, но как бы фактически это как бы просто миф. Знаете, я вот здесь вот Мурата немножко дополню. В тот вечер, когда его якобы выкрали, и вечером он поехал в 6-ю горбольницу снимать побои, у меня в 6-й горбольнице работают знакомые, я туда позвонил, и мне оперативно достали информацию, сказали, что следов никаких ни на теле, ни на туловище, ни на лице, ни на ногах, ни на руках, никаких следов побоя у него нету. Они вот... Знаете, как раньше Меджлис работал? Собирал перед местным горисполкомом крымских татар там недовольство там. Нам не дают продавать пирожки и пахлаву на берегу. Или нам не дают землю. Крымские татары в огромном количестве собираются перед администрацией. Тут несколько меджлисовцев, уполномоченные от народа, заходят с грозным видом в администрацию, садятся вместе с мэром и начинают. У меня вот в кафе вот там вот патента нету, а у меня вот там вот землю нужно дооформить. А я вот здесь вот хочу еще пару ларьков поставить. Мэр говорит, все будет нормально, только вот то, что там на улице, разгоните. Это не ваша проблема, сейчас этих людей не будет. Решите нашего. Спускаются к людям, говорят, мы там дали жару, сказали, что рассмотрят. В следующий раз соберемся и посмотрим, как они. Точно так же и здесь. Они приехали к этой больнице, зашли, вышли, никто у них побои там не снимал. И они записали стрим. Вы посмотрите на их лица. Да? Они стесняются в камеру смотреть, что адвокат, что брат, что Асан и Игиз. У них у всех глаза опущенные. Это один момент. И второй момент. Дом муфтия подожгли. Это крымско-татарский район. Фонтаны, где нет дорог, где нет нормального освещения. Но мы живем в столице города Симферополя. В столице на каждых заправках, на магазинах куча стоит частных видеокамер. Пускай единой системы видеонаблюдения пока в городе нет, но стоит очень много частных. И этих ребят нашли. И я думаю, что уже соответствующие органы знают, как на самом деле, кто его украл, кто отгонял машину. Я недавно, буквально вчера с товарищами сидели, и они возмущаются, говорят, ну столько же камер по городу, неужели они не могут вычислить, крали его на самом деле или не крали? Почему не покажут по телевизору? Я говорю, ну подождите, дом муфтия тоже подожгли в январе, а известно об этом стало в мае. Тайна следствия. Может, за ними наблюдают, с кем они контактируют, с кем они общаются, с кем они вообще этот спектакль разыграли. И когда установятся все действующие лица данного спектакля, мы получим публичную информацию. Мурат, ну, собственно, такую же схему хотели разыграть. Чубаров же призывал всех прийти в больницу, устроить там какую-то манифестацию. Хотели, сделать картинку для информационного повода, чтобы забить все эфиры. Здесь 2 варианта. Первый вариант, они пытались 2 варианта разыграть. Первый вариант в том, что как бы похищение произошло, что каждый крымский татар может как бы попасть под это. То, что об этом говорил, что сам Асан и что его брат Абдураман говорили о том, что как бы каждый татарин на сегодняшний день находится под угрозой. Это как бы вопрос. Первый вопрос был загасить ту информационную, которая информация в отношении муфтия. И вторая попытка была о том, чтобы именно команда Чубарова, это Абдураман Игиз, мы знаем о том, что это как бы представленники Чубарова, о том, чтобы их вывести на какую-то как бы политическую арену, потому что за последние 4 года они их не слышно, не видно, только выезжают на Украину, как бы выступают от имени крымско-татарской молодежи, а по сути как бы деятельность на территории Крыма у них нет, и поэтому их таким образом пытаются вывести в политическую плоскость, показав о том, что они вот, так же как Чубаров заявил о том, что якобы, что это молодежные лидеры, по сути, если мы вспоминаем, как бы, когда пришли
происшествия при Украине, какие у них были активы. Ты да я, да мы с тобой, три брата, и весь актив их. Как бы, и на сегодняшний день мы видели, как поддержка, что никто не пришел даже. Айдар, как только появилась информация о том, что произошло с Асаном Игизом, мне начали поступать звонки, чтобы мы тоже со своей стороны попытались получить информацию, что могло произойти. И я практически до того момента, когда появилось видео с участием Асана Игиза, адвоката возле 6-й горбольницы, я все это прослеживал. С разных мест мне звонили, и я задавал вопрос. Вот, была информация о том, что Абдураман Игиз выехал на то место, откуда якобы похитили Асана Игиза. Я говорю, откуда информацию у Абдурамана? Кто ему позвонил? Была информация о том, что Асан Игиз успел сам позвонить. Потом оказалось, что Асан Игиз не позвонил, но факт, откуда Абдураман Игиз узнал то место, откуда забрали Асана Игиза. А потом, в течение всего времени, я на телефоне пытался... Первая появилась информация от Рифата Чубарова о том, что Асан Игиз вышел на связь. Я снова звоню тем ребятам, которые мне звонили. Есть такая информация, подтвердилась или нет. Они говорят, да, подтвердилась. Где он? Не говорят. Куда едет? А Абдураман Игиз, раз получил информацию, значит, он ехал туда, то есть он знал, куда ехать, но при этом никому опять эту информацию не говорили. То есть я до последнего, пока люди не оказались в 6-й горбольнице, в телефонном режиме все это прослеживал. Но вот логическую цепочку я все-таки вот не смог собрать. Факты расходятся. Вот расходятся разные. То, что Чубаров говорит одно, тут на месте говорят другое, они сами выходят, говорят совершенно Асан одно говорит, адвокат другое говорит, прямо на месте. И я думаю, что тут все-таки правоохранительные органы должны, насколько я знаю, адвокат заявил о том, что они подали заявление, правоохранительные органы, и правоохранительные органы должны хорошо проработать и выявить действительно, вот кто это совершил, и публично об этом сказать. И призвать к ответственности. Призвать к ответственности, это однозначно. Которые внесли раздор в многонациональное сообщество, тревогу в сердца крымских татар. Люди, которые разыграли, если докажется, что это спектакль, они не должны нести уголовную ответственность. Инсценировка похищения. И инсценировка похищения, конечно. Дмитрий Владимирович, ну, собственно, вот во всей среде украинского политикума, в третьем секторе, в журналистской среде царствует какая-то вот просто удивительная политическая недальновидность. Примером этого, вот мы как раз в сюжете видели, была история с Крымским мостом, когда они так дружно друг другу кричали о том, что его не будет, и кажется, что сами оказались в шоке, когда он все-таки появился. К этому всему ужасу добавляется еще просто такая страшная история, связанная с руководителем РИА Новости Украина, да, и вот та история, которая развернулась после концерта на Интере, посвященного 9 мая. Если говорить в целом, то как могут на Украине пробиться здоровые силы и в итоге победить? Мне кажется, что без нашей помощи это для украинских сил здоровых непросто. Мы вот сейчас говорим о том, что с той стороны люди кричат о деоккупации Крыма. Да? Нам уже пора, мне кажется, поднять вопрос о деоккупации Украины. Потому что Майдан, по-хорошему, это замаскированная спецоперация руками наемников. Между прочим, вот эти все националистические батальоны, причем крымско-татарские, украинские, белорусские, эстонские, там, между прочим, весь иностранный легион присутствует. Да. У нас 20-тысячная группировка в Херсонской области против Крыма развернута. Так там разве только крымские или татары, или украинцы? Нет, там саудиты, турки, там французы, там спецназ Канады приезжает репетировать свои спецоперации и так далее. То есть Украина по факту оккупирована, только об этом никому не говорят. Все журналисты, которые отрабатывают заказ, они работают на нынешнюю государственность, которая подчиняется СБУ, СБУ подчиняется ФБР, и на самом деле все, что происходит, даже с эксцессами, это спецоперация западных спецслужб. Украина находится под оккупацией. Нам всем в Крыму нужно не занимать оборонительную позицию, чтобы отбивать вот эти информационные атаки против нас, а поднимать вопрос, братья и сестры, живущие на Украине, пора поднимать вопрос о деоккупации, пора убирать, делать контрпереворот в Киеве, наводить порядок. И вот когда мы придем в Киев, то вот эти все люди, да, вот они и ответят перед каждым народом, кому они принадлежат. И вот только с такой повесткой дня на Украине могут подняться силы. Понятное дело, там охранка. Люди сейчас помалкивают. И они правильно делают, потому что это вопрос безопасности. Но хочу сказать, что общался с предпринимателями и в Одессе, и в Николаеве, да, насчет моста. То есть пропаганда пропагандой, но люди говорят,
Ты знаешь, а я в июне на машинке проеду, потому что хочется посмотреть. То есть люди на земле все прекрасно понимают. Они слушают этих идиотов, которые исполняют. Но на самом деле уже на бензин копят проехаться по Крымскому мосту. Они все прекрасно понимают, что это историческая территория большой-большой страны, в которой они занимают немалое место. Мы наведем порядок в Киеве рано или поздно, деоккупируем Украину, и этим мостом будет пользоваться все. Саида Ябликивна, ну, собственно, вот эта история с мостом, это, наверное, одна из самых позорных страниц в истории украинской журналистики. Помимо прочего, там же власти сейчас еще РОВ там или что-то, как канал какой-то, они решили прорыть. То есть мы видим разницу, да, политика России, политика Украины в этой связи. Как вы можете это прокомментировать в целом? Ну, исходя из того, что за последние 4 года мы видели много всех и провокаций, и сколько и провоцировали, и сколько всего было сделано с той стороны. Но объективность сегодня такова, что мы здесь живем, у нас все хорошо, у нас все нормально, мы развиваемся. Да, мост построили, доказали всем, да, какое 8-е чудо света. То есть он стоит, и по нему машины едут. То есть все те сегодня, кто заявлял, пусть они сегодня посмотрят, да, и вспомнят, что они говорили. Это же относится и к тем лидерам, которые, да, псевдолидерам, которые выехали и продолжают манипулировать народом. То, что касается автономии, вот то, что говорилось, да, вот опять, да, в связи с 18 мая, обещали, не дали, я думаю, что ее никогда не дадут. Более того, я вот ко всем телезрителям, которые сегодня смотрят этот эфир, мне хочется обратиться и сказать, все те, у кого есть дети, рожденные в период 23-летия Украины, откройте свои свидетельства. Вот прямо сейчас не поленитесь, подойдите, возьмите свои документы в руки, посмотрите. У меня тоже родилось 2 детей за этот период. 98-й год, и мне написано, значит, да, там папа такой-такой, и графа национальность стоит не крымский татарин, а просто татарин написано. Мама татарка. 2003 год, значит, у меня рождается сын, и когда я беру в руки свидетельство о рождении, у меня буря эмоций и куча негодования. Вообще, кто, ну, уже шла насильственная украинизация, мы помним, да, все каналы, вся документация, все те, кто не изучал украинский язык, все те думали, как это вообще, да, потому что Крым по большому счету у нас идет 3, вот и опять мы по переписи увидели, это русские, потом следом украинцы и крымские татары, да, самые большие по численности. Итак, вот откройте, посмотрите, в графе «Национальность» 2003 года стоит прочерк. Гражданин Украины. Так вот у меня вопрос, кто это сделал? Я тогда тоже говорила, почему все молчат? Почему молчит Меджлис? Почему этот вопрос не поднимают? Кто лишил меня моей национальности, моих детей? Пройдут года, они откроют, и кто они такие? Где вообще, в каком? Причем, что в Российской Федерации, у меня там сестренка, вот сейчас ждет 4-го ребенка, пожалуйста, открывайте. Все дети написано, папа крымский, мама крымская татарка. Крымская татарка. То есть вот эти все вопросы, наверное, надо задать. Это только то, что я как бы говорю. Мы уже не говорим о том, что если бы Украина правильные шаги делала за 23 года, пока мы были, да, в ее составе, это бы и просили... не было бы Майдана. Не было бы всего этого, да, не было бы Майдана. Реабилитацию не дали. Столько просили, дайте имя великого нашего летчика, всемирно известного Амитхана Султана, аэропорту. Не дали. И многие-многие такие факты, которые сегодня не просто вот мы вот едем и видим. 4 президентов. Да, школа 4 президентов построена, садики строятся, ведь 23 года ничего не строилось. Огромными темпами. Это дорога как бам. Вот я каждое утро еду с Бахчисарая в Симферополь, да. Меня поражает этот масштаб, поражает это все. А больше всего я хочу сказать другое, тоже своим соотечественникам. Мы столько пережили, чтобы вернуться на свою родину, столько пережили наши родители для того, чтобы этот долгожданный момент произошел. Как мы все жили, мы все прекрасно помним, да, что ни воды, ни света, ни газа, пока построились, каждое какое-то достижение, это было такой радостью. Вот здесь газ зажегся, наконец-то газ в дом пришел. Я не буду уже все эти, да, все мы через это прошли. И сегодня мы живем на своей родине. Это самое приоритетное. Если ты патриот своего народа, если ты любишь свой народ, то ты должен исходить из того, учи свой язык, чтобы говорить на нем, да, чтобы он не исчез. Возрождай свою нацию, созидай, делай что-то положительное, делай что-то хорошее. Другой родины у нас нету. Вот она одна.
Спасибо большое, Саиде Уджа. Давайте сейчас посмотрим сюжет с митинга на 18 мая в Киеве, как он проходил. Ці хвилини урочисто розпочався жалобний мітинг, присвячений 74-й роковині трагедії депортації кримськотатарського народу. Посилені заходи безпеки в зв'язку з тим, що сьогодні очікують президента України на цьому заході. На вашу думку, українська влада і взагалі українці роблять достатньо, аби допомагати кримськотатарському народові, який опинився зараз в скрутному становищі? Ви знаєте, дуже важко про це говорити, тому що ти не є спеціалістом з політики, не є політиком, я музикант, я можу робити тільки свою справу. От мене це турбувало, я написала пісню. І пісня була почута, пісня перемогла. А говорити про те, скільки роблять політики, мені дуже важко про це оцінювати це, розумієте? Звичайно, як просто диванний такий критик, глядач, мені дуже хочеться, щоб вони робили набагато більше. Ну, первое, что привлекает внимание, это, конечно, количество людей, а во-вторых, ну, вы обратили, да, наверное, внимание, что людям не дали зайти за ограждение, ну, вот буквально резервация какая-то. Ивас Асанович, ну, вот они с этой автономией своей уже перед Порошенко и плачут, уже и на коленях стоят, уже и угрожают. Вот мы вспоминали сегодня и подчеркнем, что Ленур Ислямов-то как говорил, что вот если до 18 мая не дадите, устроим Майдан, которого Киев еще не видел никогда. Ну, 18 мая прошло, как не было, так и нет, собственно, наверное, и не будет, учитывая, что он показывает абсолютно молча на своем канале провластный митинг. Собственно, что каждый из них добивается раскачиванием этой темы, связанной с автономией? Знаете, Меджлис раскачивает тему автономии, чтобы удержать на себе хоть какое-то количество внимания крымских татар, думая, что да, а власти играют с ними, потому что они вынуждены играть, потому что, ну, мы-то все понимаем, и уже неоднократно было сказано, что Меджлис находится под внешним управлением тех же там, политиков, спецслужб заокеанских. И если украинская официальная власть будет игнорировать Меджлис, значит им придется объясняться перед кураторами Меджлиса. На сегодняшний день крымским татарам в Крыму ну, это автономия никоим образом не нужна, потому что вот те 23 года борьбы, которую вел Меджлис и напитывал крымско-татарский народ, что именно этот путь правильный. Вот давайте все вспомним 18 мая, которые традиционно у нас вот проходили, ну, конечно, помногочисленнее, чем в Киеве. Ну, это мягко сказано. Да, на площади Ленина. Одно из первых требований какое было? Реабилитация. Сегодня она у нас есть. Нужно разрабатывать механизмы по реализации реабилитации. Теперь земельный вопрос потихоньку решается. Там, на сегодняшний день уже более 7 тысяч участков только по Симферополю и Симферопольскому району предоставлено. Школы строятся, мечети строятся. Все те проблемы, которые озвучивали в свое время на площадях, 90% этих проблем на сегодняшний день в правовом русле, в законодательном, в материально-техническом, он разрешен. Крымские татары признаны коренным народом России. Крым в составе Российской Федерации. То бишь тут тоже как бы претензий нету. На Украине, ну, нужно понять, все, что происходит на Украине и какую роль там играет Меджлис, Украина на сегодняшний день, вот правильно коллега сказал, это плацдарм для отработки очередных манипулятивных технологий, вооружения против России. И как только в случае, если там Европа, Америка достигнет своей цели, Украина им станет неинтересна. Она сегодня уже неинтересна. Ну давайте посмотрим за последние 2 года, сколько европейских лидеров или американских политиков приехало в Украину для того, чтобы повстречаться. Это Порошенко вечно в мятом пиджаке с протянутой рукой, пьяный, падая с трапа, бегает по европейским лидерам и просит у них очередную мсту на какие-то виртуальные
Планы. Как да, это у них в карманы свои набить, вот да. для чего они А в Россию, да, первое время многие напирали, и дальше они продолжают напирать санкции, но несмотря на это, все чаще и чаще, и не только европейские, американские лидеры и политики приезжают, но и Азия. Если Россия, когда Россия выстоит вот этот весь натиск, многие сейчас говорят о том, что уже мир стал многополярным, что однополярность США уже пошатнулась, но я думаю, что просто мир останется однополярным, но просто центр тяжести немного переместится. В нашу сторону. Дмитрий Владимирович, так все-таки, если вот говорить объективно, есть ли признаки того, что западные государства уже несколько отчаялись в Украине и не подпитывают ее настолько идеологически и финансово? Это да. Денег, вот если посчитать, да, количество денег, которые валились в Меджлис или в другие структуры, в те же там националистические батальоны украинские, да, в 2014 году, в 2013. Да. И сколько сейчас, то денег становится все меньше и меньше по количеству людей на митинге, например. Когда самолетами, да, привозили? Да, мы даже видим, что людей все меньше и меньше, и кормящихся с этих денег все меньше и меньше. Люди разочаровываются и в Майдане, и в Украине, и в Меджлисе, вот как, ну, если взять вот эту локальную тему. Люди понимают, что Россия – это родина. Большая, даже в исторической перспективе. Сколько там той независимой Украины? 23 года, и она какая-то УНР. А все понимают, что УССР это и Конституция 1977 года, это тоже сила. Люди потихонечку идеологически перемещаются сюда. И все понимают, что вот эти эксцессы, которые направлены против светской и духовной власти, держащие народы управляются лидерами. Вот эта спецоперация, она с одной стороны, ну, может напугает людей, а с другой стороны, она должна сжечь агентуру, которая здесь рассредоточена, и просто ее спалить. Это надо подумать тем людям, которые пытаются найти корм. Вы подумайте, на кого вы работаете, что вы делаете. Возможно, это просто управленческий акт спалить лишнюю агентуру здесь, чтобы спецслужбы в Крыму их просто накрыли и закрыли вопрос раз и навсегда. А мы потом вернемся в Киев, да, еще и разберемся с теми. Нам надо выстраивать такую политику, при которой мы должны обратиться ко всем народам на Украине. Братья и сестры, пора уже наводить порядок. Сколько можно? Да, создается такое впечатление, что вот эти политики сбежали из Крыма только по одному признаку, по признаку большой любви ко всему украинскому. Это вообще сюрреализм какой-то, когда мы видим крымских татар в вышиванках, там, в венках, кое-как, но все-таки говорящих на украинском языке. Давайте вот сейчас сюжет наш посмотрим небольшой, и мы вернемся очень быстро в студию. Але є символи української нації, українського народу, які не гірше за герб, за гімн, за прапор характеризують Україну і українців. Це є наша українська вишиванка. Але коли ми бачимо один одного в вишиванці, ми одразу ж ідентифікуємо, то є українець або українка. І зараз не тільки вся Україна буде дивитися нас. Нас буде дивитися весь світ. Дивитися і заздріти тим, хто сьогодні зібрався на цьому Майдані. Дивився і заздріти українцям, бо це найкраща нація в світі. Дивитися і заздріти, які ми об'єднані. І функцію об'єднання виконує наша вишиванка. Дякую тобі, вишиванка! Слава тобі, вишиванка! Так и хочется спросить. Да. Вспомни, Deutschland, Юдералис. Да, это же фашистский язык, абсолютно. Копейка в копейку. Ничего плохого нет, когда представитель того или иного народа, нации, гордится элементами своего народа. Мы, крымские татары, гордимся своей папахой, феской, национальными костюмами. Русские гордятся элементами... да. Но когда представитель одной нации, как бы это сказать, ведя себя как женщина с низким социальной ответственностью, уподобляется для того, чтобы иметь подход к кормушке, иметь подход к тем грандам, какой-то политической силе, пытается подстроиться, отказываясь от своей национальной идентичности, а Чубаров
отказался от своей национальной идентичности тогда, когда он в свое время в Латвии проходил обучение, а потом работал, и он женился не на крымской татарке. И все 23 года при Украине уже потом, будучи одним из членов национального там, движения, будучи одним из членов Меджлиса, он, между прочим, первый, кто внедрил украинский язык в крымско-татарское национальное движение, где это первый крымский татарин, который публично везде начинал говорить на украинском языке. И сегодня он практически на всех заседаниях Верховной Рады сидит в этой вышиванке. Это смешно. И я думаю, над ним смеются не только крымские татары, но и сами украинцы. Саидия Абрекимовна, как вы думаете, почему вот наши беглые политики так стараются быть украинцами больше, чем даже сами украинцы? Ну, уже столько здесь сказано, чтобы если человек отрабатывает то, что... За это платят. Да, то тут, конечно, я уже говорю, как вот то, о чем я сказала, если за 23 года сколько вопросов они могли поднять и должны были поднять в парламенте, да, и этого ничего не делалось, то я думаю, что это их, а как на это реагируют, живя там. Я, например, не знаю, вот я как истинный патриот своего народа, своей родины, я не представляю, я бы не смогла жить. Вот где-то там, и непонятно за какие-то идеалы, и вот как бы, да. Мурат, ну, тем не менее, вот мы прослеживаем, да, социальные сети, их там отношения ко всем вещам, которые в том числе в Украине происходят. Все чаще и чаще мы замечаем тенденцию, что они как-то вот так вот уже разочаровываются в Украине. А буквально несколько лет назад, как они вот восхищались революцией гидности, как они восхищались самой лучшей демократией в мире. А что случилось? А где теперь слава Украине? Ну, на сегодняшний день все понимают о том, что те обещания, которые они получали все 23 года, которые их Меджлис кормил обещаниями, получая как бы команды с Киева. И сейчас они все понимают, уже поняли о том, что на сегодняшний день те псевдолидеры, которые пытались вокруг себя окучить определенное количество людей, чтобы выехали с территории российского Крыма на территорию Украины, чтобы показать, что вот Херсон их отдает, как бы для крымских татар выделяется определенная земля. Они это поняли о том, что Украина на сегодняшний день с ними просто играет. И тот же Айдер Муждабаев, тот же Заир Смедляев, которые на своих социальных сетях пишут комментарии в отношении тех постов того же Чубарова, когда они призывали по тем же вышиванкам, как что они писали. Слушайте, они за Сенцова, по-моему, больше переживают, чем за своих. Вот в сфере, скажем так, социальных сетей очень много сейчас фейковых аккаунтов. Но есть живые люди, которых мы знаем, которые живут в Крыму, там, в Белогорске, в Бахчисарае, в Симферополе, в Судаке, живые люди, которые первые 3 года, отслеживая и, скажем так, участвуя в жизни и в социальных сетях, я один из активных пользователей, первые 2-3 года было видно, какие они комментарии писали, там, «Слава Украине», «Все равно мы вернемся», там, «Россия оккупант», там, какие беды. И вот что происходит последние, скажем так, полгода, может быть, чуть-чуть больше. 99% этих людей уже разочарованы. Для меня, к примеру, показательным стала одна из последних передач АТР «Мост Копур», когда они ее сразу после эфира, она была выложена у них в группе АТР в полном доступе, вся эта передача, и там было более 300 комментариев, из которых там 99,9 от крымских татар, они были гневные, особо гневные. Я так быстро для себя сделал скриншоты, потом делал пост. Да. После 12 часов ночи, когда это пару часов этот эфир посидел, когда комментарии гневные от крымских татар, что это позор, что это крах, что это очередной обман, что Украине верить нельзя, что они продались, опять ихние же люди, которые на протяжении 3-4 лет поддерживали этих беглецов, верили в Украину, в революцию гидности, они стыдливо убрали этот пост, этот эфир, и потом уже на следующий день появились отдельные нарезки по 30-40 секунд, особо вкусные места, которые хоть как-то их немного реабилитируют в глазах своих, скажем так, Так они же не зря эту передачу мостом назвали, якобы мост в Крым, так они же сами этот мост и разрушают. Они мост рушат. Они на сегодняшний день, знаете, у украинцев есть такая вот хорошая поговорка «моя хата с краю». Да. Вот они вечно пытаются то от России отгородиться с забором.
Ничего не получилось. Сейчас вот у них инициация построить этот ров, сделать из Крыма остров. Но зная вот ту сущность политической элиты, которая на сегодняшний день есть в Украине, у них получается как еще в одной украинской поговорке «не з'їм, то понадкусую». Вот все так. А на сегодняшний день наряду с их рвом и забором в Крыму есть мост, мечети, дороги, школы, садики. Ну, на всех сегодня эфирах, и не только крымских, но и на федеральных это обсуждается, Крым расцветает. Многонациональное согласие, можно сказать, фундамент здесь на сегодняшний день заложен. Но посмотрите вот еще немного, что происходит сейчас в Крыму. Сейчас задержание чиновников, там в Феодосии чиновников посадили, в Черноморском главу 7 лет дали. Пускай вот те крымские татары, которые участвуют в разных крымских солидарностях, Хизбут-Тахрир, там тайные веча Меджлиса где-то в сельском Крыму устраивают, мы все знаем. Все знаем от ваших же коллег. И никто без нашего внимания не останется. Ну, в частности, в данном случае, от внимания правоохранительных органов. И это не говорит о том, что Мурат, Илья, на кого-то стучим. Нет. Нам вот та расхлябанность и вот этот радикализм, постоянная ссора с многонациональной семьей в Крыму, а теперь в рамках всей России, нам надоело. Мы этого, ответственные крымские татары, мы этого терпеть не будем. Айдар Уджа, у нас совсем мало времени остается, буквально последняя реплика. Вот последние годы и Чубаров, и Джемилев, они вкладывают очень большие силы, чтобы как можно больше крымских татар вытянуть из Крыма. Особенно вот молодежь их очень интересует. Но мы-то знаем, что крымско-татарская иммиграция, вот кто уехал, они очень редко, ну, мягко говоря, возвращаются. А для чего они это делают? Зачем им это нужно? Ну, вы знаете, к большому сожалению, такой факт присутствует. Сегодня там украинский вуз объявляет наборы, квоты для крымчан. То они раньше батальонами, то для того, чтобы наша молодежь не ходила в российскую армию, тоже туда зазывали. К большому сожалению, такой факт имеет место быть. Но радует одно, что те люди, те крымские татары, которые их слушают, очень мало. Но я уже неоднократно на эфире телеканала Милет говорил, что те люди, которые покинули свою родину добровольно, они никогда не вернутся. И исторический опыт нам это подтверждает. Ни из Румынии, ни из Турции, ни из Беларуси, ни из Литвы, ни из Польши ни один крымский татарин не вернулся. И те, которые сейчас проживают в Украине, я тоже сомневаюсь, что большая часть из них уже вернется. У меня один вопрос. Вы представляете крымско-татарский народ. Крымско-татарский народ на Украине проживает компактно в Геническом районе. Кто из этих политиков постоянно проживает в Новоалексеевке, например? А с Новоалексеевки, извините меня, Чатырдах виден. Могли бы хоть смотреть и вспоминать о своей родине. Или решать те проблемы, которые в Новоалексеевке есть. Среди 10 тысяч крымских татар там проживает. Нет, ну в Киеве же комфортнее. В Новоалексеевке нет их бизнеса. Да, и та часть крымских татар, которая в Новоалексеевке, вернее, та часть крымских татар, которая себя ассоциирует с бежавшим Меджлисом, сегодня вызывают жуткую раздраженность в той же Новоалексеевке. Да, мы обязательно эту тему еще поднимем в нашей студии. Буквально 4 года назад Украина очень громко кричала о том, что вот теперь уже после революции гидности она точно вошла в фарватер мировой демократии. Она громко кричала о том, что там о какой-то глухой изоляции России. Но знаете, вот эта удивительная просто политическая недальновидность украинских политиков, она сработала и в этот раз. Спустя эти годы Украина сама оказалась в бездне этой коррупции, просто тотального хаоса и, собственно, нищеты обычных людей. А мировые лидеры в лице глав государств искали и будут искать контактов с Россией. И примером этому может служить хотя бы вот недавно прошедший 22-й Петербургский международный экономический форум. Более 100 стран-участниц, включая ключевых игроков. И здесь остается задать только один риторический вопрос беглым украинским политикам крымско-татарского происхождения, которые сегодня объявили войну своему же народу в Крыму. Вы знаете, братские народы России и Украины рано или поздно помирятся, как уже неоднократно было в истории. А вот кому вы будете нужны? И буквально в заключение еще один наш сюжет о том, как строит мост в Крым Украина и какой мост построила Россия.
Вы что с ним хотите? Шоу? Нет, ничего мы не хотим с ним, разумеется. В Библии написано, что самым важным Всё, для началось. Бога является раскаявшийся грешник. Что же вы делаете? Это Вы не представьте, раскаяние. как... Я понимаю вашу боль от того, не что внутри раскаяние. и вовне... Это не грешник. Это не грешник. Это Иуда. В 17 году. Поэтому что вы рассказываете про Харьковские соглашения, вы не правы. А вот теперь, Как это не правы? А Рифат, это что, это это не неправильно. прямая Вернитесь, дорога была? пожалуйста. Что неправильно? Нам важно, чтобы вы были. Вернитесь, пожалуйста. Я вас очень прошу. Это не тот случай, когда Рифат, и когда мы слышим там, извините, Иуд от крымско-татарского народа, который рассказывает, что они будут голосовать, и какая власть не пришла, они с ней будут целоваться, потому что они там так считают правильным, у меня вопрос. Мы что, сейчас в Украине не имеем большого количества представителей крымско-татарского народа, которые целуют, извините, Порошенко, при том, что все прекрасно знают, как он уничтожает Украину сейчас. Правда же? Поэтому. А вы меня смешите тем, что вы до сих пор не сказали ни одной фразы критики сегодняшней власти. Вы ее обслуживаете так же, как там обслуживаете. У нас есть звонок из Крыма. Давайте послушаем. Можно я закончу? Давайте заканчивайте быстрее. Я хочу Можно я продолжить. закончу? Я хочу продолжить. У нас нет в Украине мобилизации. И я не хотел бы, чтобы на студии АТР вместо мобилизации у нас шла демобилизация. Чтобы у нас шла дезинтеграция. Зачем вы это смешиваете? Вы это специально делаете или случайно? И не только вы, а десятки политиков. Чтобы только не решать этот вопрос, чтобы только крымским татарам не давать никакой надежды, ни на какие права никогда. Вы специально смешиваете национальные меньшинства, имеющие свою государственность вне Украины, с единственным, я подчеркиваю, коренным народом Украины. Потому что украинцы — это титульная нация, от названия которой идет страна, это Украина, естественно, никаких вопросов нет. Но мы единственный коренной народ Украины, не нацменьшинство, не румыны, не болгары, не немцы, никто, понимаете? Я не знаю, сколько раз это надо повторить, чтобы украинские политики выучили эту азбуку просто, азбуку. Мы коренной народ Украины, понимаете? И у нас нет другой родины, кроме Украины. Мы не национальное меньшинство. Как это еще объяснить? Я хочу, як український націоналіст, як свободівець, як Мірошниченко, заявити, жодної автономії ні в Криму, ні на будь-якій іншій території України бути не може в принципі. У нас є унітарна держава. Це не є порушення прав. Всі громадяни рівні в Україні.